Пока горит огонь, вечная и память. С этих слов начинается встреча воинов-афганцев, некогда служивших бок о бок. Сегодня они собрались, чтобы вспомнить боевые дни и почтить память тех, кого нет сейчас с нами. Явление это ежегодное, однако сегодня подкреплено оно приятным сюрпризом. Награждает командир 108-й мотострелковой немецкой дважды космонавт дивизии генерал-полковник Барынкин. Я так понимаю, это ваш бывший шеф, да? Командующий. Так, награждаю вас этим почетным знаком. Также награждаем вас грамотой главы муниципального Назрановского района. Грамотой главы муниципального Назрановского района наградили еще 10 человек. Весь ужас того дня снова появляется перед глазами уже 53-летнего Бекхана Евлоева. В 1987 году он, 18-летний парнишка, ушел служить в армию, а через полгода его направили в Афганистан, где оставшееся время провел там. За участие в Паншерской операции мужчину наградили почетным знаком. Я ездил на автомобиле, в колонну ходил постоянно. Рота материального обеспечения было у меня. Поэтому интересно было. То есть в одном месте не сидел, постоянно в колонну ездил. А где вы именно были? В Кабуле, Баграме, Хайратоне, Палихумри. С выводом боевой колонны выходил. Они не делились на нации, бок о бок бились в бою. За 10 лет более полумиллиона бойцов прошли через афганскую войну. Многие из них домой так и не вернулись. Воспоминания о тех днях они до сих пор хранят в памяти. Я 180-й мотострелковый полк стратегический ракет, а 12 декабря 1979 года советские войска вошли в Афганистан. Сначала они просто сопровождали колонну, охраняли важные объекты, но позже были вовлечены в военные действия. Именно 15 февраля 1987 года считается день, когда последний советский солдат покинул территорию Афганистана. В числе одних из последних был и Башир Катиев. Мужчина служил в Кабуле в отдельном батальоне арт-дивизиона. В роте был старшим топогеодезистом. Это профессия такое, что среди военных его называют арт-разведка, а чисто по специальности является топогеодезистом. Это определение местонахождения, определение дальности стрельбы пушек и определение выявления, где находится, чисто по-народному, а так являются топогеодезистами. Согласно официальным данным, в афганской войне погибло более 15 тысяч советских военнослужащих. Количество раненых превысило 53 тысяч человек. Ежегодно 15 февраля они собираются вместе, вспоминают службу и рассказывают подрастающему поколению о героях и подвигах той войны. Хава Гагиева, Хамзат Халухоев, Новости 24.